Буквально за 6 лет вот просто из какой-то темноты поднялись, выровнялись. У нас все, что мы сделали за 6 лет, не было сделано практически за 70 лет советской власти и за буквально 15 лет современной России. Не было сделано. А это за 6 лет сделано. Да, со всеми там ошибками, там, минусами, плюсами. Ну, даже если брать там 8-й год, у нас людей, занимающихся спортом, от того, что не было спортивной инфраструктуры, было чуть больше 3%. А сегодня это 38%. Это разница какая. Если смотреть дети, которые были обеспечены дошкольными учреждениями, в 2008 году было где-то 8%, не помню там цифру, а сегодня 47% уже. Разница какая. Да, есть указ президента, 100% обеспеченность. Мы над этим работаем. И понятно, что без федерального центра, без помощи федерального центра мы не можем эту задачу выполнить. Почему? Потому что единственный регион Ингушетии, который колоссально отставала по социальным проектам, по школам, по садикам, по домам культуры. Мы в прошлом году сдали и сейчас даем 8 домов культуры, центр культурного развития. В этом году начинаем строить еще 8 домов культуры и 1 центр культурного развития в Карабулаке. То есть объекты здравоохранения. Буквально 5 лет назад у нас, если кто в медицине понимает, у нас не было даже там маломальского первого уровня медицинского обслуживания. А мы уже сейчас вышли на 3-уровневую систему. У нас не было вообще понятия, даже понимания высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня это все в совершенстве. И сегодня это другая Ингушетия, другая республика. И это тоже показатель для вас, для блогеров, что страна помогает, страна развивается, на примере Ингушетии в том числе. И таких примеров очень много. Еще раз подчеркиваю, мне важно, чтобы вы на примере Ингушетии, а мы здесь не хотим показать, что вот одна Ингушетия такая, вся страна так развивается, и